Последствия кризиса уже почувствовали и производители Тайваня. К примеру, продажи компании Vicovation, снабжающей российские автоконцерны электроникой, упали в 10 раз. Мартовский товарооборот в этом году составил всего 200 тысяч долларов, а годом ранее эта цифра достигала 2 миллионов. Наш соотечественник Кашайбек Майдонов, руководитель отдела продаж этой тайваньской компании, рассказал нам, как Vicovation пытается выйти из ситуации. Кашайбек, здравствуйте! Насколько я знаю, 70% продукции компании идет именно на российский рынок. Скажите, пожалуйста, ситуация в России, она как-то сказалась на вашей деятельности? Хотелось бы узнать конкретные цифры. Какова она, динамика падения? Вы правильно отметили, что наша компания до этого в основном экспортировала нашу продукцию в Россию, и в связи с этим кризисом мы сократили наши продажи примерно на 70%. Это связано, конечно, с кризисом в России, который наступил еще в прошлом году. И это есть три фактора, которые влияют на определенные продажи нашей компании. Это подорожание доллара, снижение спроса внутри него и в основном снижение спроса на автомобили. То есть так как наша компания производит автомобиль и электронику, это напрямую связано с продажей автомобилей. Вот. И, конечно, кризис начал ощущаться еще в прошлом году, в конце октября, и до сих пор продолжается. Если быть более точнее, в прошлом году до марта, если мы продали больше на 1 200 000 американских долларов, в этом году в марте это не достигает, даже, возможно, не достигает на 200 000 долларов. Вот. И все это связано с кризисом, и это все продолжает снижаться. Это на фоне сегодняшних санкций и удешевления рубля, это все влияет на наши продажи. Наверняка ваша компания ищет и уже, скорее всего, покоряет новые рынки. А скажите, пожалуйста, рассматривает ли Тайвань в этом качестве рынки стран СНГ, в том числе и Кыргызстана? Да, естественно, наша компания ищет другие рынки. Это есть рынки, есть азиатские рынки, то есть это основной рынок, китайский рынок сам. Китайский рынок из себя представляет огромный рынок, который играют большие игроки, и в том числе и мы туда входим. И могу сказать, что ситуация там намного лучше, чем в России. Но такая же ситуация и в других регионах Азии, и в Филиппинах, и в Японии, и в Индонезии, в Малайзии также. Вот. По поводу, насколько интересны постсоветские страны для Тайваня, постсоветские страны в основном не интересны, потому что постсоветские страны понимаются как Россия, поэтому в основном тайваньские производители не знают о постсоветских странах. И они когда вы разговариваете с ними на определенную тему, насчет определенных стран постсоветских, я имею, допустим, Украину, они про Украину знают. Вот. Ну, я могу сказать, что наши продажи в постсоветских странах тоже упали. В основном это в Украине было, скорее всего, это связано. Это и так понятно, с чем это связано. Вот. И постсоветских странах, в том числе Кыргызстан, для Тайваня не очень интересный рынок, потому что, во-первых, размер рынка не очень большой. Если учитывать учитывать население Кыргызстана 5 миллионов и учитывать население Российской Федерации, это колоссальная разница. Поэтому для каждого производителя очень важно знать население каждой страны. Вот. И если посчитать экспорт Тайваня в Кыргызстан в течение от 2000 до 2014 составляет 2011 тысяч долларов, это не очень большие цифры. Конечно, Кыргызстан не отличается очень большой территорией, но Тайвань в этом плане гораздо скромнее, и площадь этой страны гораздо меньше. Кроме того, многие страны так и не признали Тайвань. А скажите, пожалуйста, каковы экономические показатели этой страны? То есть меня интересуют темпы экономического роста, ВВП, средняя заработная плата. В целом Тайвань, как маленький остров, он очень такой интересный. В плане того, что экономические показатели Тайваня очень высокие. Если только брать экспорт 2013 года, это составляло где-то 320 миллиардов долларов, в 2014 году это составило примерно больше 400 миллиардов долларов. То есть рост идет очень колоссальным.
И в целом экономика Тайваня развивается очень динамично, и средняя зарплата заставляет от $800 до $1000. Секрет экономического успеха Тайваня едва ли отличается от опыта других азиатских тигров. То есть это довольно либеральные условия ведения бизнеса, а также не вмешательство политики в экономические дела. Скажите, пожалуйста, так ли это? Я так думаю, что в Тайване экономика и политика, они не очень тесно связаны друг с другом, поэтому они друг другу не мешают. Политика идет со своим течением, и экономика развивается по своей части. В основном, если посмотреть, тайваньские компании занимаются производством в Китае, и несмотря на то, что есть определенные разногласия между Китаем и Тайванем, тайваньские компании продолжают работать активно работает в Китае. Хотя, если бывают, конечно, очень серьезные тенденции в политическом плане между Китаем и Тайванем, это, естественно, влияет на развитие бизнеса тайваньских компаний. Кстати, о бизнесе. Есть ли какие-то общие связи между Кыргызстаном и Тайванем? Осведомлены наш кыргызстанский бизнес про Тайвань. Я думаю, что Тайвань для нас не очень-то открытая страна, так как мы работаем и сотрудничаем через Китай, поэтому наше бизнес-сообщество фактически не знает ничего про тайваньских производителей. Но хотелось бы, конечно, чтобы больше наших компаний сотрудничали с тайваньскими компаниями, потому что здесь производятся очень высокие технологические производственные оборудования, электроника, очень много вещей производится. И хотелось бы видеть такие качественные продукции и в нашей стране. Кашайбек, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную беседу.